Более 2700 человек по стране сдадут ЕГЭ в дополнительный период. Напомню, он стартовал сегодня и продлится до субботы. Это время для тех, кто не смог пройти испытания в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Сегодня выпускники сдавали историю, биологию, географию, литературу и устную часть по иностранным языкам. В 15-й Назрановской школе побывала Дана Плиева. Волнение, плохое самочувствие или сдача другого предмета. Причины пропуска основного периода или резервных дней ЕГЭ у выпускников могут быть самые разные. К примеру, Раяна Чемурзиева решила пересмотреть свои взгляды на будущую профессию. Сегодня в дополнительный период ЕГЭ девушка сдает биологию. Я передумала поступать на юриста, выбрала специального дефектолога. Я сдала уже все предметы, общество, русский, все. И биология вот осталась. На какие баллы рассчитываешь? Надеюсь, что максимально. С 12 по 17 июля именно столько продлится дополнительный период сдачи единого госэкзамена. На базе 15-й Назрановской школы учащиеся сдают биологию, литературу, географию и историю. Как и в основной период ЕГЭ, соблюдается тот же порядок, что и в дополнительный. Гаджеты и другие посторонние предметы оставляют перед входом в зону проведения экзамена. Далее ребят ждут рамки металлодетектора и металлоискателя. Нарушения какие-то были вы вот перед заходом, может быть, шпаргалки или гаджеты какие-то? Нет, деток не так много сегодня, поэтому внимание пристальное у нас у всех к ним. Нет, дети прошли спокойно. Сегодня всего 28 детей, задействовано у нас 6 аудиторий. Вот, детей с ОВЗ сегодня нет. Вот. Ну, как видите, очень спокойная такая обстановка сегодня. Я надеюсь, что они сегодня сдадут. На пункте также соблюден масочный режим и все необходимые меры защиты, в том числе обработка рук. Уже по традиции за частотой сдачи на пункте следят и общественные наблюдатели, а в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения, успевшие за все дни ЕГЭ зафиксировать несколько нарушителей. У нас были удаления на пункте, значит, скорее, чаще всего это с телефоном. Было одно удаление со шпаргалкой. К нам поступают метки федеральные, мы отрабатываем эти метки, а также и наши члены ГЭК также выявляют каких-то нарушителей или как-то подозрительно себя ведущих. Мы их приводим в штаб, проверяем, ну и даем возможность продолжить свою работу, если ничего не подтверждается. Уже завтра стартует пересдача ЕГЭ по русскому языку для учащихся, получивших неудовлетворительный результат в основной период. Следом 14 июля состоится итоговая аттестация по обществознанию, химии, физике, математике, информатике и письменной части по иностранным языкам. Свои результаты выпускники узнают не позднее 29 июля. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.